В эфире новости. Здравствуйте. В эти минуты в Министерстве обороны начались переговоры между представителями власти и оппозиции. От власти в переговорах участвуют вице-президент Бадра Гунба, председатель Государственного таможенного комитета Утархеца и общественный деятель Давид Пилия. От оппозиции переговоры ведут Адгур Ардзинба, Кан Кварча, Ливан Микха. Возвращаясь к хронологии событий, группа депутатов провела консультативную встречу по вопросам сложившейся политической ситуации в Абхазии. Как уточнил спикер Лаша Ашува, депутаты пришли к решению об организации прямых переговоров между властью и оппозицией при посредничестве парламента. Позже состоялась встреча Аслана Бжани с группой депутатов парламента. Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация. Было принято решение не позднее 18 часов сформировать делегации и приступить к переговорам власти и оппозиции. Об итогах встречи сообщим позже. Под председательством президента Абхазии Аслана Бжани состоялось заседание Совета безопасности. Обсуждалась сложившаяся ситуация и меры по ее стабилизации. Глава государства дал конкретные поручения членам Совета безопасности, касающиеся противоправных действий. Владимир Путин пригласил Аслана Бжани на мероприятие по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая 2025 года. Приглашение от президента России передал посол в Абхазии Михаил Шургалин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Российская Федерация хотела бы скорейшей нормализации ситуации в Абхазии. Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле, сказал представитель Кремля журналистам. Двусторонние отношения России и Абхазии – это очень важный приоритет внешней политики, подчеркнул Песков. Абсолютный политолог Беслан Хагба Дмитрий Песков ТАСС Ахя азагайтит. Вы знаете, это заявление говорит о том, что все-таки политическое руководство России заинтересовано в стабильности Абхазии. Почему такой интерес? Первое, надо иметь в виду, что все-таки Россия заинтересована в стабильном становления абхазской государственности. Мы никогда не должны забывать, что вот то, что случилось в 2008 году, это такой, знаете, такой своеобразный и российский проект. Такого не было на постсоветском пространстве. Две бывшие автономные образования, Республика Абхазия и Южная Осетия, были признаны как суверенные. Понимаете, они хотят, я имею в виду политическое руководство, чтобы эти образования, эти республики стали вообще суверенными, первое, как государственное образование, второе, и более успешные и стабильные. Потому что это, знаете, это еще имидж такой большой стране, такой державе, как Россия. Конечно, Россия заинтересована, чтобы стабильность сохранялась в Абхазии. И то, что происходит, что мы здесь взвинчены, все это происходит, это политические страсти. Понимаете, все это надо усмирить, эти страсти, и выйти на конституционный путь, потому что это нас выручит, это первое, это будет в интересах России, и не будет повода западных стран, чтобы не указывали России, что вот видите, эти страны, которые вы признавали, это то, что там происходит. Понимаете, вот все эти факторы, которые влияют на ту реакцию, о которой вы говорите. Я уверен, что политическое руководство заинтересовано, я имею в виду России, чтобы у нас был мир, спокойствие. И если какие-то разногласия возникают между Абхазией и Россией, надо решать за столом переговоров. Для этого есть политики, у нас есть президенты, депутаты и министры. Для этого мы их избрали. И на этот путь необходимо просто выйти. Другого выхода нет. Я уверен, что Россия в этом заинтересована, жизнь заинтересована. Понимаете, мы тоже оказались в такой ситуации очень неловкой, первое. И второе, какими-то заложниками этих событий. Понимаете, все-таки жизнь, все это, в таком находится, я имею в виду жизнеобеспечение Абхазии, это как-то негативно все-таки влияет. Необходимо встретиться, договориться, выйти на конституционный путь, чтобы мы встали на стабильный путь развития. Я уверен, что вот если все это произойдет, Россия положительно всегда будет реагировать, отзываться на наши проблемы, на наши просьбы. Это самое главное, на что мы должны обратить внимание.
И только что мы получили комментарий премьер-министра Абхазии Александра Анкваба. Компромиссы достигаются прежде всего путем переговоров. Сегодня в течение дня они проходили, и, надеюсь, позже будет информация, которая интересна для наших граждан. Предложение, я повторяюсь, надо обсуждать за столом переговоров в спокойной манере, в спокойном тоне, сказал Александр Анкваб. Премьер-министр отметил, что даже в этой тяжелой непростой обстановке центральные органы власти работают. Компромиссы достигаются прежде всего путем переговоров. Сегодня в течение дня они проходили. И, надеюсь, к вечеру будет информация, которая будет интересна для наших граждан. Думаю, что в этой ситуации хорошо, что предложения выходят. И эти предложения, я повторяюсь, надо обсуждать со столом переговоров в спокойной манере, в спокойном тоне. Даже в этой тяжелой, непростой обстановке центральные органы власти работают. Практически все министерства и ведомства выполняют свои служебные обязанности. И, как мы полагаем, они это будут делать и в последующем. По этому поводу министр финансов высказался, он сказал, что работа идет. Была информация министра здравоохранения, что не менее важно, потому что нельзя остановить работу медицинских учреждений, нельзя останавливать оплату за лечение. Это конкретные люди, это конкретные судьбы. С утра были немалые трудности в работе министерств и ведомств. Их работа практически была блокирована. Тогда как нужно было в течение короткого времени разблокировать, для того, чтобы пошли выплаты пенсий, пособия, другие действия, которые очень важны для сегодняшней ситуации. И к обеду в этом смысле обстановка была стабилизирована. Сейчас никаких таких проблем нет, и мы надеемся, что и завтра не будет подобного рода проблем, потому что это наносит серьезный вред и серьезный ущерб. И так усугубляет очень плохое настроение людей. Депутат Государственной Думы Утари Арш по нашему каналу прокомментировал ситуацию в Абхазии. Я, как политический деятель российский, могу только поддержать официальное заявление Кремля о том, чтобы все было возвращено в конституционное русло. Это самое важное на сегодняшний день. Предложения сделаны со стороны оппозиции и властей. Нужно в спокойном режиме обсудить, потому что компромисс – это не есть только уступка, а это есть решение о совместном движении вперед. Компромисс надо так рассматривать, а не как какую-то неудачу в чем-то, не сбывшихся там, надежд или мечты какой. Поэтому это главное. И самое главное, у меня душа болит, конечно, сердце болит, не дай бог, чтобы процессы вышли за рамки политического и превратились в уличные. Это недопустимо ни с какой стороны. Это может угрожать в целом государственности страны. Может кто-то назовет, что теперь у нас политическая традиция силой, приходить во власть. Давайте вспомним тогда Киевский Майдан, куда он привел. В этом смысле мое тайное и явное желание, чтобы все успокоились и работали на Абхазии на будущее. На этом информационный выпуск завершен. До скорой встречи в эфире в 20 часов.